Участники нашего сегодняшнего вебинара. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Я являюсь учителем-логопедом МАДОУ детский сад 61 города Сыктывкара, а также консультантом консультационного центра «Крило ИПК». Сегодняшняя тема нашего вебинара с вами — взаимодействие в работе логопеда и воспитателя при организации педагогического процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Но как бы не только тут у нас взаимодействие будет именно логопеда и воспитателя, мы будем рассматривать вопросы вообще всех специалистов, работающих, прошу прощения, работающими с детьми с ОВЗ. Итак, начнем. Ну, давайте посмотрим для начала, кто же такие дети с ОВЗ. ОВЗ расшифровывается ограничение возможностей здоровья, любая утрата психической, физиологической или анатомической структуры или функции, либо отклонение от них, влекущее полное или частичное ограничение способностей или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах, в зависимости от степени возможностей компенсации или восстановления ограничений возможностей здоровья могут быть временными или постоянными. Так, дальше. Ну, преодоление различных отклонений в развитии детей с ОВЗ, успешное формирование готовности к школьному обучению, к адаптации и социализации в обществе возможно только при создании личностно-ориентированного взаимодействия всех педагогов дошкольной образовательной организации на интегративной основе. То есть все специалисты участвуют именно в этом построение образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И цель, естественно, организация совместной деятельности учителя-логопеда, не только учителя-логопеда и воспитателя группы, но и всех специалистов, педагога-психолога, педагога и дополнительного образования, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. Все это вся эта совместная деятельность, она, конечно, дает положительные результаты в компенсации каких-то возможностей, которые ребенок не может проявить. Так, ну что, мы идем дальше. Форма взаимодействия строится на принципах, имеющих психолого-педагогическое содержание. Итак, принцип взаимодополнения предлагает взаимопроникновение, сочетание, а не дублирование метода, задачи и приемов работы. То есть, когда специалисты взаимодействуют друг с другом, они задачи выполняют, решать могут одну задачу, но разными способами. Да? Если, предположим, учитель-логопед ставит, например, речевую задачу, а учитель-дефектолог, если на группе с задержкой психического развития, то дефектолог ставит свою задачу, воспитатель свои задачи, но они приходят к единому целому. То есть не дублируют, например, задания, то, что именно, например, дает логопед, работать ту или иную лексическую тему, и она охватывается с разных сторон. Мы дальше с вами посмотрим именно, чем занимается, как расстроят работу разные специалисты, над какими работают они, какие цели, задачи ставят, да? Но одна цель и разные формы работы, они как раз приводят к положительному результату. Дальше следующий принцип целостности и законченности предполагает использование предоставляемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями коррекционного блока адаптированной основной образовательной программы. То есть мы не можем, естественно, отходить от той программы, которая у нас есть в дошкольном учреждении. Дальше мы посмотрим, что когда детям ПМПК пишет, например, работа по учебному плану, и строится она, конечно, на основе адаптированной основной образовательной программы данного учреждения. То есть и отходить от этих требований мы не имеем права. Да?
должны реализовывать в полном объеме. Следующий принцип эффективности реализуется посредством распределения и выполнения поставленных задач между двумя специалистами, двумя и более специалистами, когда максимально всесторонне достигается общая цель и в соответствии со спецификой деятельности специалистов. Ну, как я уже вам говорила, что задача ставится одна цель и решается разными специалистами, и эффективность ее, конечно, высока. Когда, например, тот же речевой дефект ребенка, например, да, речевое нарушение, оно воспитатель через продуктивную деятельность все выполняет, решает эту проблему, да, а дефектолог через, если на группах ЗПР, он решает через когнитивные функции, музыкальный руководитель, общемузыкальные, логарифмические упражнения какие-то тоже решает одну и ту же одну задачу, да? То есть разные стороны влияют, и разное взаимодействие, оно приводит к одной цели. Так, ну и принцип сотворчества и разнообразия предполагает создание творческой атмосферы с использованием развивающих заданий игрового характера, когда дети непосредственно с удовольствием и с интересом получают и усваивают предлагаемый материал. Естественно, вы прекрасно знаете, что дошкольное детство и ведущий вид деятельности в дошкольном детстве – это игра, и, конечно, все происходит в игровой атмосфере, с ребенком работаем, да, эмоционально, потому что ребенок воспринимает информацию, задачу поставленную, справляется, естественно, в игровой форме. Но не нужно забывать, что все-таки игра подразумевает обучение, и когда слишком много ярких эмоций, это не дает тот эффективный результат, который мы могли бы получить. Поэтому учебная деятельность, она тоже имеет, то есть она должна быть учебной деятельностью, ребенка надо тоже в игровой форме, но привлекать именно к тому, чтобы ребенок умел обучаться. То есть ребенок через игру получал новые знания, да, и, естественно, когда очень много ярких моментов, не усваивается то зерно, которое мы хотим дать этому ребенку, да, с проблемами в развитии. Так, ну давайте посмотрим, какие же у нас, что нам помогает, значит, в взаимодействии именно со всеми специалистами. Ну, естественно, первый шаг, который мы предпринимаем, когда ребенок поступает в дошкольное учреждение, это диагностика. Тут пока представлена, диагностика разными специалистами проводится. Естественно, логопед, он работает диагностирует речевое развитие, речемыслительную деятельность, общее развитие, да, ребенка, то есть какие-то знания познавательные, определяет, какое познавательное развитие у ребенка в данном возрасте есть, что он знает. Воспитатель по разделам программы обучения, которая у нас представлена в дошкольном учреждении, то есть адаптированная образовательная, общеобразовательная программа. Вот. Также диагностику проводит у нас, если на группе ЗПР, то учитель-дефектолог проводит, то есть тоже познавательное развитие, когнитивные функции также проверяет, диагностирует. Вот. Педагог-психолог работает, диагностирует на эмоционально-волевую сферу, тоже познавательное развитие детей. И также диагностику проводят и специалисты по физической культуре, музыкальные руководители. Так, ну и цель, конечно, диагностики – это последующее совместное обсуждение результатов диагностики, то есть со всеми специалистами. Дальше мы там посмотрим, какой следующий шаг. Ну вот тут уже так я расписала, да, учитель-логопед проводит комплексное логопедическое обследование воспитанника, знакомить с результатами своей диагностики, речевой диагностики, да, с результатами
Воспитатель проводит свою диагностику общего развития, также сообщает учителю-логопеду, какие результаты он получил. Если вот у нас коррекционная группа и работают, например, в тандеме учитель-логопед и воспитатели. Вот. Если это на логопункте, то, естественно, учитель-логопед обсуждает, продиагностировав группу детей, обсуждает, у кого какие проблемы у деток, и они совместно тоже обсуждают проблематику. На основе обсуждения определяется, на каком уровне находится общее речевое развитие ребенка, если мы говорим вот о детях с тяжелыми нарушениями речи. Вот. Также в нашем детском саду, если в группе ЗПР, то, естественно, обсуждение общее идет и с учителем-дефектологом, если на группе ЗПР, и обсуждаются не только дети с задержкой психического развития. Проблемы у нас бывают детки в группах и с расстройством аутистического спектра, есть детки и с ментальной недостаточностью, и все это все вместе обсуждается, какие выявились проблемы на данном диагностическом этапе. Дальше. Шаг второй, то есть когда мы уже с вами обсудили, поняли, пришли к какому-то знаменателю, да. Во-первых, да, еще хотела уточнить, что учитель-логопед, и он должен обязательно ознакомиться с результатами ТПМПК, который ребенок проходил при поступлении в дошкольное учреждение. И, естественно, просматривается решение заключения специалистов ТПМПК, прописано ли ребенку, например, если действительно там более тяжелые проблемы, да, либо индивидуальный учебный план ребенку, либо адаптированная образовательная программа. Это учитывается тоже при подготовке проведения консилиума в ДОУ. Также, например, если даже не прописан в заключении ТПМПК, что ребенку необходим индивидуальный учебный план, но учитель-логопед понимает, что у ребенка проблемы тяжелые речевые нарушения, да, и ему действительно нужно сопровождение, индивидуальное сопровождение, и тогда учитель-логопед выводит ребенка на это индивидуальное сопровождение. И вот цель вы уже прочитали, определение детей, нуждающихся в индивидуальном сопровождении. Заполняется карта сопровождения на ребенка всеми специалистами ДОУ, которые диагностировали данного ребенка, группу детей и конкретно какого-либо ребенка, да, для проведения психолого-педагогического консилиума. Если специалист не выводит ребенка на индивидуальное сопровождение, то ребенок занимается по АОП-ДОУ, по общей программе, и на него составляется общий индивидуальный план работы. Но это мы попозже поговорим, потому что бывает, что когда специалист диагностирует, не обязательно, что ребенок по всем разделам будет на низком уровне, и ему нужно сопровождение всех специалистов, потому что бывает, что детки приходят, предположим, плохо говорящий ребенок, но при этом у него достаточно, может быть, хорошо, на среднем уровне, например, развитие продуктивной деятельности, да, или он невербально хорошо очень ориентируется, например, в математике или там в окружающем, да, бывает такое, то есть функциональные какие-то нарушения речевые, то есть логопед выводит, воспитатель может не выводить, да, или, например, физрука или музыкального руководителя тоже может быть, нету к этому ребенку никаких, он на среднем уровне, и зачем его выводить на данный консилиум, то есть на консилиуме проговаривается, когда собираются все специалисты, проговаривается, что данный ребенок не нуждается в индивидуальном сопровождении, он идет по общему плану. Вот. И тогда, и еще бывает такой нюанс, когда также в заключении ТПМПК пишется, что ребенку необходим учебный план, его чаще пишут, не чаще, его пишут этот план, когда у ребенка стоит статус инвалидности.
Вот. Тогда ТПМПК прописывает. Но есть у меня в практике такие случаи, что ребенку инвалидность стоит, но, в принципе, он на среднем, таком достаточно хорошем речевом развитии, и поэтому я его, например, не выводила на консилиум, то есть я так и пишу, что средний уровень усвоения программы или уровень, там, может быть, ниже среднего на начало учебного года, но ребенок справится с программой, адаптированной общей образовательной программой, поэтому смысла его вводить нету. Но в любом случае мы обязательно должны провести этот консилиум, и данные точку зрения, то есть по результатам диагностики мы должны высказать. И все это запротоколировать обязательно. Так, дальше. Шаг 3. Ну вот когда у нас прошел уже консилиум, мы обсудили ребенка с ОВЗ, что да, есть проблемы, у нас, например, тяжелый ребенок по всем разделам программы, и тогда вот цель составления именно совместная разработка, реализация индивидуального учебного плана, как я уже говорила, ИУП, или адаптированной образовательной программы. Адаптированная образовательная программа, мы уже с вами неоднократно об этом говорили, что если, например, ребенок попадает в группу, в которой группа не является тем направлением, в которое ребенок должен ходить, да, то тогда на него составляется именно адаптированная образовательная программа. То есть если ребенок попадает слабослышащий, да, ему необходима, например, группа для детей слабослышащих, а он попадает в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, тогда для него составляется адаптированная образовательная программа. И почему я и говорю, что специалисты всегда должны изучать именно заключение, которое от ТПМПК родители должны им предоставить. Ну и, естественно, в лучшем случае это когда еще плюс обязательно изучение анамнеза, развития ребенка, для того, чтобы более правильно поставить, более правильно коррекционное воздействие разработать и составить учебный план. Вот. Но это, конечно, вы должны для этого обязательно работать с родителями. Так, значит, ИУП или АОП разрабатывают всеми специалистами, участвующими в консилиуме. Ну, вот я уже сказала, если действительно у ребенка по всем разделам программы идет низкий уровень развития, усвоения, тогда все разрабатывают. Если, например, у кого-то из специалистов нет к данному ребенку, то есть ребенок справился с диагностикой, то есть выполнил на средний уровень, там вышел или чуть ниже среднего, то тогда специалист решает, нужно ему сопровождение или не нужно данному ребенку. Так. Ну вот давайте посмотрим направление работы специалистов по разработке индивидуального учебного плана. Конкретно над чем работает каждый специалист. Ну, дефектолог – это, естественно, сенсорное воспитание, цвет, форма, величина, развитие элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим миром, развитие психических процессов, внимание, память, мышление, ориентировка на себе и в пространстве. Специалист, это как бы основные такие направления, по которым специалист составляет программное обеспечение, на каком уровне, сроки выполнения, взаимодействие, естественно, с родителями, то есть все специалисты обязательно должны, в какие сроки выполняется та или иная задача, дефектолог, специалист должен расписать, вот, потому что задачи, они могут у нас... Сроки могут варьироваться. Иногда, может быть, ребенок справится и за короткий период, например, на протяжении недели, а может быть и месяцы, и не могут, как говорится, решить проблему, да, и стоит на месте, как говорится, решение задачи. Вот. И тогда подключается, может быть, меняться задача, при составлении, то есть корректироваться задача может быть, то есть это все, учебный план составляется, естественно, перспектива может быть либо на полгода, либо на год составляется.
как я уже сказала, что все это пишется в одном учебном плане, то есть все специалисты прописываются все в один учебный план, потому что этот учебный план, он должен постоянно, его нужно заполнять, фиксировать все достижения ребенка, неудачи ребенка, успехи, как говорится, да, и все это должно фиксировать для того, чтобы задачи поставлены корректировать. И всегда мы ставим задачи от простого к сложному. То есть если вы при диагностике, то есть диагностика не зря у нас проходит, и какие-то диагностические наблюдения, да, и если ребенок в данный период не справился с какой-то задачей, то ставится вот от простого к сложному, да. Справляется, значит, увеличивается решение. Не надо загружать слишком много, писать в первый период, например, слишком много задач. Лучше вы будете задач прибавлять как по мере того, как ребенок будет справляться. Так, ну то что дальше продолжим. Что же логопед? Направления логопедические работы. Значит, ну, естественно, формирование звукопроизношения, слуха, развитие слоговой структуры слова и обогащение словаря, формирование грамматических конструкций и развитие связанной речи. Вот над этими направлениями работает логопед. Ну, естественно, сюда можно подключать, конечно же, и мелкую моторику, и общую моторику, потому что моторика в любом случае, она, естественно, связана с общим речевым развитием. То есть также еще раз повторюсь, что по результатам диагностики выстраивается вся работа. Ну, у нас вот есть основные направления, остальное все уже специалисты подключают. Так, дальше. Ну, воспитатели. Если вот здесь написано как бы больше идет на продуктивный вид деятельности, значит, ну, также развитие мелкой моторики, естественно, кроме логопеда, может и дефектолога, и, естественно, воспитатель, то есть, я говорю, со всех сторон охватывается данный ребенок и данное направление там, в развитии, да. Вот, рисование, лепка, конструирование, ручной труд и аппликация – это продуктивные виды деятельности, на которые вот пишет воспитатель, ставит задачи и решает их, но также если на группе воспитатель работает с детками с тяжелыми нарушениями речи, где не предусмотрен у нас, например, учитель-логопед, учитель-дефектолог, то тогда воспитатели также ставят задачи по формированию элементарных математических представлений, ориентировка в окружающем. Также развитие речи тоже может быть, но развитие речи более узконаправлено и больше, наверное, как бы в режимных моментах включения, да, потому что все-таки учитель-логопед работает над основным речевым развитием ребенка. Вот. Но также воспитатели это могут включать, если они считают как бы нужным, и все это вместе как проговаривается с специалистом группы. Также, значит, психолог работает над эмоционально-личностным развитием, над развитием психических процессов работы. Музыкальный руководитель работает над развитием ритма ритмического слуха, развитием звуковысотного слуха, логаритмика. Инструктор по физической культуре над развитием основных движений, развитием физических качеств. Ну, вот вы посмотрели, это основные направления, по которым работают специалисты. Вот. Так, дальше. Шаг 4. Ну, это ведение совместной документации с воспитателями. Это когда работаем мы на группе с тяжелыми нарушениями речи, вот, либо там группа ЗПР, тогда там идет ведение совместной документации и с учителем-дефектологом, потому что на данной группе работает, получается, 4 специалиста в группе ЗПР. Это учитель-дефектолог, учитель-логопед и 2 воспитателя. Ну, естественно, подключаются уже другие специалисты учреждения. Цель ведения совместной документации – это координация взаимодействия по планированию коррекционно-образовательной работы. То есть только в едином тандеме мы добиваемся результатов, как уже я выше говорила. Так, что же входит у нас в документацию совместную? Расписание подгрупповых индивидуальных занятий на текущий учебный год.
обязательств составляется. То есть помимо того, что у учителя логопеда или учителя дефектолога своя документация, очень большой перечень документации, мы об этом говорили на предыдущем вебинаре, когда рассматривали методическое сопровождение логопедического кабинета, и там я представляла достаточно большой объем документов, которые должен учитель-логопед вести. Вот. Тут данные документы, это которые идут взаимодействие именно, да, расписание подгрупповых индивидуальных занятий, потому что воспитатель должен знать, когда какие занятия проводятся у нас в группе, да, то есть есть для каждой возрастной группы составляется расписание. Подгрупповые занятия проводятся в средних, старших группах. В старших уже со второй половины года проводятся групповые фронтальные занятия. Вот. Ну, индивидуальные занятия, потому что тоже воспитатель должен участвовать в этих индивидуальных занятиях и знать, когда с ребенком проводится, потому что в любом случае взаимодействие воспитателя и родителей происходит чаще, например, утреннее и вечернее время, нежели специалист может, да, провести. Специалист только принимает в определенные дни приема работы с родителями, да, вот, а воспитатель видит чаще. И он тоже, как бы, общаясь с родителями, он обращает внимание, какие были задания, какие занятия, вот, что проходили, какие задания выполнял ребенок, чтобы быть в курсе всех событий. Ну, естественно, план лексических тем на текущий год разрабатывается совместно, то есть это все обсуждается с воспитателями групп. Работа врачевых групп строится именно на основе лексических тем. На логопункте, ну, там немножко другие, как бы, задачи решаются, там больше индивидуального и больше на выход на, может быть, на звукопроизношение, другие какие-то задачи решаются. Сейчас мы говорим именно о коррекционных группах, да, вот, и составляется план лексических тем, затем перспективный план индивидуальной коррекционной работы с детьми на текущий год составляются, то есть это и на основе адаптированной общей образовательной программы перспективной, потому что в любом случае индивидуальный план должен быть на каждого ребенка, то есть помимо индивидуального учебного плана. Также индивидуальные тетради детей, это, конечно, ведет учитель-логопед, но дальше мы посмотрим, что это за индивидуальные тетради. Дальше дневник наблюдения за детьми, тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп. И перспективный план работы с родителями на текущий год. Вот такие у нас идут документы, как бы совместные. Давайте теперь посмотрим. Так, итак, составление расписания подгрупповых индивидуальных занятий и плана лексических тем на текущий год. Это координация, цель этого координация взаимодействия при планировании работы по лексической теме. Да? То есть лексическая тема проходит в течение недели. В конце предыдущей недели, вот, предположим, у вас запланировано на следующую неделю тема, например, ну, вот, овощи, предположим, да, и на предшествующей неделе, в конце предшествующей недели, то есть это все обсуждается, учитель-логопед дает задание на следующую неделю, проговаривают, какой словарный запас должен быть у ребенка, то есть, потому что все должно соответствовать возрасту детей в группе, то есть нельзя дать больше, чем ребенок может усвоить, естественно, да. Обсуждается, какие дидактические игры или какие-то подборку демонстрационного материала подбирается, то есть накануне темы предшествующей, да? И все это совместно обсуждается, какие могут использоваться пальчиковые игры, какие дидактические игры могут использоваться на следующей неделе, чтобы объем восприятия ребенком был целостный, через разные виды деятельности проходил, да? Поэтому все это обсуждается накануне темы, да? Также
Воспитатель может подбирать помимо дидактических подвижные игры, связанные с лексической темой, подбирать сюжетно-ролевые игры с данной темой, потому что все это обсуждается, ну, как уже говорили, все в игре, решаются различные вопросы. Дальше у нас, значит, идет перспективный план индивидуальной коррекционной работы с детьми на текущий учебный год. Цель – это учет индивидуальных особенностей, развитие речевых и неречевых функций, обследованного ребенка, прошу прощения, вид и характер его затруднений. В индивидуальных учебных планах необходимо включать все мероприятия, способствующие коррекции выявленных нарушений с учетом специфики этих расстройств. Тут уже вот все как бы описала, что помимо того, что направление работы мы уже с вами рассмотрели, да, но также всякие различные индивидуальные особенности можно включать именно в учебный план. Так, дальше у нас индивидуальные тетради детей. Индивидуальные тетради детей заводятся на каждого ребенка, заполняются после каждого индивидуально-коррекционного занятия. Почему я и говорила, что воспитатель тоже должен знать, в какие дни у ребенка проводятся индивидуальные занятия. Так, указывается дата проведения занятия. Задание может состоять из упражнений, выбранных логопедом на основании проблем, возникших у ребенка при изучении материала. В них записываются комплексы артикуляционной гимнастики, лексический материал для автоматизации звуков, лексико-грамматические конструкции, фразы, тексты, стихи, загадки, схемы. Могут подбираться различные пальчиковые игры. Может быть материал какой-то по обучению грамоте также вноситься в данную тетрадь. Все это логопед записывает рекомендации для родителей, пишет комментарии, также может быть обратная связь с родителями, то есть когда вот я своим родителям даю индивидуальную тетрадь, я говорю, что при выполнении вы всегда, если вы действительно родитель, который хочет помочь своему ребенку, прокомментируйте, что смог ребенок выполнить, что не смог дома ребенок выполнить, какое задание вызвало трудности, чтобы мы данную проблему могли обсудить, проговорить, как ее выйти, пути выхода из этой проблематики, да, как решить, как помочь ребенку. Вот. Ну, естественно, для проведения индивидуальной работы данной тетрадью, естественно, пользуется воспитатель. Воспитатель должен тоже быть в курсе заданий, которые дает логопед, для того, чтобы он также мог корректировать речь ребенка в режимных моментах. Поэтому индивидуальные тетради – это не секретные какие-то документы. Дальше. Дневник наблюдения за детьми. Тоже очень такой достаточно важный документ, который должен быть в группе. Мы брали тетрадь и на каждого ребенка отводили по несколько страничек. Значит, да? Вот я и пишу тут, значит, заполняется по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Особое внимание обращается на детей, пребывающих в данном учреждении, условно или вызывающих у логопеда или воспитателя или у других специалистов особую настороженность в плане дифференциальной диагностики. В данной документации отмечаются успехи ребенка, трудности, встречающиеся в усвоении программы. Отмечаются психологические особенности ребенка, особенности поведения на занятиях и в контактах с детьми и взрослыми, отношение к занятиям, реакция на какой-либо дефект именно ребенка. Сроки и результаты лечения у специалистов. Кроме того, анализируется посещаемость логопедических подгрупповых занятий. Если коррекционное воздействие прерывается, то указывается причина и продолжительность перерыва. Это необходимо для того, чтобы в конце года проанализировать ту деятельность, которую мы проводили. Почему мы не смогли, предположим, какую-то задачу решить, вот поставленную в учебном плане, да, учитель логопед или воспитатель поставили задачу, а справиться мы с ней не смогли. Почему? На основе чего это получилось? То есть мы должны это все фиксировать в дневнике наблюдения, да? Потому что бывают различные поведенческие отклонения, мы тоже должны это решать и потом выходить, если какие-то проблемы возникают, то выходить на какой-то консилиум,
консилиум, ну, собранный по заявке, вот, то есть собирают специалисты и точно так же решают, если возникают какие-то особые проблемы в решении задачи именно в коррекционном развитии ребенка. Поэтому дневник наблюдения – это достаточно такой очень важный документ. Так, дальше. Ну, вот самое интересное, вот тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями группы. Если воспитатели работают на группе с задержкой психического развития, то там идет тетрадь взаимодействия учителя-дефектолога, учителя-логопеда с воспитателями группы. Материалы, содержащиеся в данной тетради, помогут организовать понедельную работу воспитателей по заданиям логопеда в течение учебного года. Задания подобраны с учетом лексических тем в старшей подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также и если средняя группа, то и в средней группе, естественно, решается все это. Задания логопеда направлены на развитие общей артикуляционной, мелкой моторики, формирование правильного речевого дыхания, автоматизацию звуков речи. Упражнения направлены на расширение словарного запаса, формирование грамматических категорий, способствует развитию грамматически правильной, оформленной, связанной речи. Немаловажными являются задания, способствующие развитию фонематического восприятия, подготовка детей к обучению грамоте. Все задания и упражнения воспитатели могут использовать дифференцированно, учитывая психофизические особенности и индивидуальные возможности детей. По своему усмотрению компоновать и дозировать в рамках каждой темы, включать в различные режимные моменты. Ну вот, предположим, когда я работала в группе для детей с задержкой психического развития, то мы разбивали материал, то есть у нас, получается, задания были от учителя-логопеда и задания от учителя-дефектолога были. Естественно, мы разбивали, что в понедельник, предположим, выполняются эти задачи, решаются у учителя-дефектологов, во вторник у учителя-логопеда. Вот. Если группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, то мы, например, дифференцируем так. Проходится, например, задание, то есть пишутся блоки такие, в блоках, например, развития мелкой моторики, например, мелкой моторики, общей моторики, то есть дается, какие мы изучаем пальчиковые игры, какие с детьми воспитатель учит, речь с движениями воспитатель учит. Потом у нас блок идет развитие грамматических категорий, когда берутся дидактически представлены дидактические игры, и воспитатель эти игры проигрывает, значит, с детьми. Также развитие фонематического слуха, восприятия и в подготовительной группе обучения грамоте. Так, этот блок берется, и берется блок развития связанной речи. То есть в этом блоке мы не говорим не только о построении какой-то фразы, обучении детей рассказыванию, но и туда мы вписываем, какую художественную литературу необходимо читать по данной лексической теме, и тоже в соответствии с возрастом, то есть для старшего возраста одна литература художественная, для подготовительной другая. Может повторяться что-то, закрепляться. Вот, то есть как закреплять именно можно связанную речь, диалог развивать, например, в сюжетно-ролевой игре. Вот это все прописано в разделе развития связанной речи. Например, если почему вначале я говорила, что необходимо знание воспитателям именно расписание фронтальных занятий, да, то есть подгрупповых или фронтальных занятий, потому что воспитатель, то есть он должен знать, что, например, предположим, в понедельник на основе нашей группы, я, например, скажу, в понедельник проводится занятие ознакомления с окружающим, проводит воспитатель, то есть он как бы готовит ребенка к лексической теме, которую мы будем проходить. Во вторник, например, проводится логопедическое занятие по, предположим, развитию фонематического восприятия, это в старшей группе, или обучение
фонематического восприятия. И тогда после занятия воспитатель дает задание по развитию фонематического восприятия на логочасе. То есть данные все мероприятия проводятся во второй половине дня, не сказала, на логочасе. Все закрепляется предыдущий материал, который учитель-логопед давал в начале, утром занятия. Например, в среду дается лексико-грамматическое занятие, проводится, когда детей обучают грамотности, грамотно строить свою речь, грамматическим категориям. И вечером на логопедическом часе воспитатель играет в дидактические игры, которые способствуют развитию грамматического строя речи детей. Вот. Ну и также связанная речь, она может закрепляться в течение всей недели, то есть тоже чтение художественной литературы, вечернее время игры сюжетно-ролевые. Например, в пятницу у нас проводится занятие по развитию связанной речи, и тогда вечером воспитатель может закрепить, например, пройденный материал на занятии, которым пользовался логопед, да? А накануне, например, в четверг, может предподготовка быть к занятию по связанной речи, то есть воспитатель готовит, может быть, какие-то описательные рассказы составлять небольшие, да, детей с более тяжелыми нарушениями речи, например, построение какой-то фразы, двухсловной, трехсловной, когда ребенку очень тяжело, например, выстроить фразу, то есть воспитатель работает, предварительная работа проводится. Вот, поэтому вот по такому принципу выстраивается взаимодействие в группе учителя логопеда и воспитателей. Все это проводится в тесном сотрудничестве, все это обсуждается. Воспитатели записывают, также комментируют выполнение всех заданий, потому что кто-то из детей справляется быстро, логочас проводится фронтально, то есть со всеми детками, кто-то быстро справляется, у кого-то это вызывает затруднения. Поэтому воспитатель всегда фиксирует, как прошло проведение вот именно этого логочаса. Ну, естественно, помимо общих заданий, которые дает учитель-логопед, также даются индивидуальные задания, пишется в отдельной табличке, заносится имя ребенка и пишется задание от учителя логопеда, что именно закрепить. Может быть, это задание по логопедической индивидуальной тетради, о которой мы говорили выше, да? То есть воспитатель может закрепить. Не обязательно воспитатель может закреплять именно только тогда, когда дал задание учитель логопед, это может закрепляться и в режимных моментах. Почему мы говорим, что взаимодействие должно быть очень тесным, и воспитатель должен быть в курсе тех заданий, в курсе той работы, которую проводит учитель логопед, для того, чтобы все это закреплять, для того, чтобы коррекционный процесс был более эффективным. Вот, поэтому воспитатель обязательно тоже пользуется и заданием, помимо того, что пишет учитель логопед, но и индивидуальной тетрадкой может пользоваться и закреплять задания. Так, дальше. Ну вот перспективный план перспективный план работы с родителями на текущий год. Данный перспективный план в нашем учреждении составляется также совместно с воспитателями, он общий, то есть помимо того, что учитель логопеда в своей документации есть свой перспективный план работы на текущий год, в котором говорится, ведется и методическая работа, пишется, и взаимодействие с специалистами и воспитателями учреждения, и работа с родителями прописывается, и план самообразования пишется. Перспективный план работы с родителями в целом в группе пишется на год, на учебный год. И цель именно этого перспективного плана – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, обогатить воспитательный опыт родителей, совершенствовать партнерские отношения родителей с логопедом, воспитателем группы, с ДОУ путем выявления общих интересов. Ну, а, естественно, интересы родителей, детей, которые поступают в наше учреждение,
естественно, это развитие речи ребенка, потому что наш садик именно для детей с нарушениями речи, естественно, интересы общие присутствуют. Поэтому в данном плане работы с родителями именно вот эти партнерские отношения должны выстраиваться. Ну, естественно, всесторонняя поддержка семьи в вопросах воспитания и коррекционной помощи детям. Использование эффективных технологий в работе с родителями, построенное на психолого-педагогическом партнерстве. Ну, то есть различными способами мы должны все-таки помочь родителям в решении, помимо наших коррекционных задач, да, и чтобы мотивировать родителей для того, чтобы они тоже помогали своим деткам. То есть если вот будет такой тандем специалисты ДОУ и родители, и они будут в очень плотном сотрудничестве, то тогда, конечно, процесс коррекции будет достаточно эффективным, да, и когда именно идет не назидание со стороны специалистов или воспитателей, да, когда мы пытаемся принизить какие-то чувства родителей, потому что у родителей это их ребенок, и, естественно, каждый переживает по-своему, да, в чем-то упрекнуть родителей никогда не надо упрекать, а наоборот переходить на партнерство и помогать родителям в преодолении их этих проблем в развитии их детей. Вот, поэтому надо быть очень корректным, когда вы разговариваете с родителями, потому что любое неправильно сказанное слово, упрек какой-то, естественно, будет против вас сработан как педагогов. И я думаю, что это не будет лучшим действием для ребенка именно в данном развитии, потому что будет противостояние. Лучше работать, быть партнерами в коррекционном именно развитии. Так, ну и давайте сделаем такой небольшой вывод, что успешность и эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от того, насколько им хорошо организована работа с воспитателями группы для детей с ОВЗ и ТНР. Это вот я конкретизирую, да, непосредственными участниками коррекционно-развивающего процесса, насколько тесно они взаимодействуют. Поэтому в задачи логопеда входит планирование работы воспитателей по закреплению полученных детьми знаний. Однако использование рекомендуемых заданий не освобождает воспитателя от проявления собственной инициативы и творческого подхода к планированию коррекционно-развивающей деятельности. Да? То есть вот именно, как мы уже говорили о принципах, да, вот это творчество, когда вместе вот этот тандем, действительно, вот этот микроклимат должен быть достаточно благоприятный в группе, тогда действительно успешность и взаимодействие не только между специалистами, воспитателями и родителями, и все это будет у нас способствовать успешному решению задач. И хотела, наверное, обратить еще внимание на то, что вот, да, мы сейчас с вами говорим о том, что это происходит в группах коррекционной направленности, да, там, где все детки, они находятся как бы на едином уровне, то есть вот эти детки с ОВЗ, вот, но у нас есть еще группа общеобразовательная, когда в обычном детском саду, и, к сожалению, не во всех садах у нас встречаются, не встречается, есть в штатном расписании именно работа учителя-логопеда, да, и воспитатели часто замечают то, что да, у ребенка есть какие-то проблемы, не обязательно речевые, может быть ребенок с тугоухостью, либо да, с нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, например, детки с какой-то ментальной недостаточностью или детки с РАС, вот, то есть что-то подразумевает воспитатель группы, да, но для него это непонятно, что делать, как подсказать родителю, да, либо это бросить и не трогать, да, и пусть этот ребенок находится здесь, когда родители не особо компетентны, да, и что же делать воспитателю в данном случае? Ну, естественно, обратиться к руководству своего учреждения,
чтобы решить эту проблему, что выйти на какое-то создание тоже консилиума со специалистами учреждения, да, что делать с данным ребенком. Ну вот, а еще самое, на что обратиться, куда обратиться, да, куда отправить родителей за помощью, да, чтобы решить. То есть, ну, естественно, в данной ситуации, если воспитатель заметил какие-то отклонения у ребенка, не надо это говорить прямо в лоб, бить, что у вашего ребенка проблемы, и что он там такой и сякой, и все такое прочее, никто с ним не справляется, или там ничего не получается, да. Нужно очень корректно, во-первых, я еще раз говорю, что обратиться через к руководству вашего учреждения, чтобы руководство либо собрало консилиум свой внутренний по данному ребенку и куда ребенка направить. То есть вот вы можете обратиться в Центр психолого-педагогического информационно-методического сопровождения города Сыктывкара. И находится данный у нас центр по адресу Орджоникидзе, 22. Это управление дошкольного образования в этом здании. Вы можете также зайти на сайт управления дошкольного образования, посмотреть всю документацию вот по данному центру, ознакомиться. Тут вы видите тут ссылочки, вот картинка, да, и также позвонить вот по телефону, указанному ниже. То есть либо вы сами можете обратиться, либо помочь родителей направить вот на консультацию в данный центр. Да, и уже специалисты центра помогут родителям найти этот маршрут, как действовать, куда идти дальше, как помочь ребенку в сложившейся ситуации и помочь, естественно, родителям. Вот, поэтому вот обратите внимание, можете записать на сайте управления дошкольного образования, вы найдете вот этот центр. Ну, а также вы можете, если у вас возникают какие-то вопросы методического характера, либо вопросы по направлению родителей, да, что вы тоже видите проблематику, вы можете записаться к нам в консультационный центр. У нас консультации проводятся бесплатно. Есть все специалисты, и педагоги, психологи, и учителя-логопеды, учителя-дефектологи проводят консультации, и воспитатели у нас со стажем работают. В общем, специалистов достаточно много. И если вы затрудняетесь в чем-то в решении, какие-то у вас возникли вопросы, вы можете вот обратиться на сайт семьяконсультант.крiro.ру, заполнить вот запись на консультацию, либо можете позвонить по телефону горячей линии, и мы вам поможем решить ваши проблемы. Я еще раз благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Я надеюсь, что вебинар действительно был эффективным, и если возникают вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь, потому что только совместное взаимодействие специалистов поможет решить проблему ребенка с особыми возможностями развития. Еще раз благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.